Приглашаются президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штыров, делегат от Мирнинского района. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Камиль Шамилевич Исхаков, председатель Совета Ассамблеи народов России, чрезвычайный полномочный посол России в Республике Таджикистан Рамазан Гаджимуратович Абдулатипов. Гости, участники Конгресса народов России, уважаемые товарищи, дорогие друзья, от имени национального народа Республики Саха-Якутия приветствую вас в столице нашей республики, городе Якутске. Для открытия Конгресса предоставляю слово председателю Совета Ассамблеи народов России, чрезвычайному полномочному послу Российской Федерации в Республике Таджикистан Рамазану Гаджимуратовичу Абдулатипову. Уважаемый президент Республики Саха-Якутия, уважаемый полномочный представитель президента, уважаемые представители народов России, субъектов Российской Федерации, уважаемые представители стран нашего Содружества, уважаемый народ Саха-Якутии. Сегодня в Якутске собрались представители более 100 народов Российской Федерации из 84 субъектов Российской Федерации. Мы собрались, чтобы вместе с нашими якутскими братьями отметить 375-летие вхождения Якутии в состав России. Мы собрались, чтобы продемонстрировать сегодня наше единство. Мы собрались там, где впервые возникла Ассамблея народов Саха-Якутии в 1994 году. Именно на примере Саха-Якутии была образована Ассамблея народов России, и все эти годы мы работаем совместно. Сегодня благодаря поддержке президента республики, полномочного представителя, органов власти, субъектов федерации, мы собрались в Якутске. Сегодня Якутск – это центр нашего притяжения. Сегодня из Якутска по всей России идет дух нашего единства, поэтому мы открываем наш конгресс традиционным девизом Ассамблеи народов России. Да здравствует дружба народов, единство России! Считаю, что конгресс открыт. Слово для приветствия от имени президента Российской Федерации предоставляется полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Камиль Шамилевичу Исхакову.
уважаемые участники 4-го Конгресса народов России, разрешите мне огласить приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина участникам и гостям 4-го Конгресса народов России. Президент Российской Федерации, 21 июня 2007 года. Москва, Кремль. Рад приветствовать участников и гостей 4-го Конгресса народов России. Ваш авторитетный форум призван стать одним из центральных мероприятий празднования 375-летия вхождения Якутии в состав России. Это событие открыло новую страницу в истории края, определив его дальнейшую судьбу. За прошедшие годы один из крупнейших регионов страны добился впечатляющих результатов. Трудом и талантом нескольких поколений его жителей осваивались богатейшие месторождения природных ресурсов, строились города, создавалась мощная производственная база. И, конечно, вам удалось сберечь уникальную самобытную культуру, которая по праву призвана нашим общим национальным достоянием. Сегодня Республика Саха-Якутия динамично развивается, вносит достойный вклад в процветание государства, единение общества, демонстрирует пример толерантности, межнационального согласия. Желаю вам новых успехов, благополучия и всего самого доброго. Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, сегодня праздник не только на Якутской земле, но и на всей земле Дальневосточного федерального округа. Поскольку 375 лет назад земля Аланхо – это была практически вся территория нынешнего Дальнего Востока. В то время святитель Иннокентий, будущий митрополит Московский, писал царю, что Якутия – это целый мир. Уже тогда на него произвели впечатление территория и люди, которые живут в этом суровом северном крае. Здесь живут простодушные, честные и доверчивые народы, пишет он. Якуты, тунгусы, чукчи, юкагры, честные и гостеприимные. На Дальнем Востоке всегда дружно жили и работали люди самых разных национальностей и вероисповеданий. А благодаря указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 375-летие вхождения Якутии в состав российского государства праздник стал общероссийским праздником. Свое развитие эта идея получила в послании президента Российской Федерации Федеральному собранию в текущем году, где говорится, что духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать самые масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, каждой странице нашей отечественной истории. Сегодня в этом зале нас собрала общая идея укрепления дружбы между народами и укрепления единства России. Среди делегатов Конгресса депутаты Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации, руководители представительных органов субъектов России, ученые, лидеры Ассамблеи народов, представители 4 религиозных конфессий – православия, ислама, буддизма и иудаизма, более 40 национально-культурных объединений, журналисты ведущих средств массовой информации страны. В этом зале представлена практически вся многонациональная Россия. Я глубоко убежден, что нынешний Конгресс внесет достойный вклад в развитие гражданского общества, формирование у россиян чувства толерантности, взаимного уважения друг к другу, независимо от национальной принадлежности, к истории, культуре, традициям и обычаям народов России. Желаю всем участникам плодотворной работы и успехов в достижении поставленных целей. Спасибо за внимание. Представитель Совета Ассамблеи народов России
чрезвычайного полномочного послу Российской Федерации в Республике Таджикистан Рамузану Гаджимурадовичу Абдулатипову. Уважаемый президент, уважаемый полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, уважаемые депутаты, члены Совета Федерации, уважаемый народ Саха-Якутии, дорогие коллеги, друзья со всех субъектов Российской Федерации. Если мы даже больше не будем произносить никаких слов, только то, что вы сегодня сюда приехали, то, что самобытный народ Саха-Якутии нас сюда собрал, то, что только что прозвучало приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, это все означает, что Конгресс народов России в Саха-Якутии состоялся. Мы собрались в этот далекий край, потому что мы представители единого российского многонационального народа. Мы собрались, потому что у нас великие духовные притяжения друг к другу. Мы собрались, потому что мы не можем друг без друга. Мы собрались, потому что мы должны быть сегодня вместе. Наша страна пережила тяжелый этап своего исторического развития после развала Советского Союза. Фактически, Российская Федерация – это и был Советский Союз, ядро Советского Союза, ибо это русский народ. И этот распад затронул все народы России, но нам удалось предотвратить развал Российской Федерации. Зачастую 90-е годы, и те, которые руководили 90-е годы, их называют, что они разваливали наше государство. Я хочу сказать, что мы собирали это государство, уже развалившееся государство. Мы собирали в единстве наши народы. И самое главное, ни власть, ни политические лидеры, просто никто не смог нас развалить, Российскую Федерацию. Было десятки прогнозов, то, что завтра, послезавтра, через год Российской Федерации не будет. Российская Федерация выстояла как многонациональный народ, выстояла как держава, и сегодня Российская Федерация утверждает себя в своих исторических традициях в современном мире. Сегодня ни один вопрос мировой политики и международных отношений невозможно решить без Российской Федерации. Мы восстановили нашу великую державу, и теперь надо нам укреплять его единство и обеспечить процветание наших народов, благополучие наших граждан. Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время приехать сюда в Якутск и отпраздновать этот праздник единства России вместе с нашими братьями из многонационального народа Якутии. Я хочу поблагодарить еще раз президента Республики Саха-Якутии Штырова Вячеслава Анатольевича за то, что он содействовал, способствовал, все сделал,
чтобы наша встреча здесь состоялась. Я хочу поблагодарить еще раз Камиля Шамилевича Исхакова за то, что он помог нам достучаться до самых высоких дверей, довести нашу идею дружбы народов единства России и получить прекрасное приветствие от президента Российской Федерации. Я хочу еще раз повторить, что сегодня дух единства выйдет из Якутска, и мы должны донести этот дух единства до всех субъектов Российской Федерации, до всех народов Российской Федерации, до всех граждан Российской Федерации. А с помощью наших друзей, которые приехали из стран Содружества, довести этот дух и до тех народов, которые исторически были вместе с Россией. Несмотря на деятельность разных политических сил, эти народы хотят и сегодня быть вместе с Россией. Я это говорю как человек, который сегодня находится в Таджикистане. Я как-то даже там сказал, если провести референдум, то 85% таджиков и сегодня будут за то, чтобы быть вместе с Россией. Хотя посол не должен давать такие оценки. Но у посла тоже есть душа. И я вижу эту душу таджикского народа, несмотря на все проблемы. Это народ, который любит Россию. Это народ, который привержен русской культуре, русскому языку. И, к сожалению, мы, наверное, в Москве не всегда понимаем, что творится в душах наших народов, которые исторически были вместе и остаются вместе. Дорогие друзья, это великое дело, когда представители более 100 национальностей собираются здесь, в Якутске, чтобы отпраздновать 375-летие присоединения Якутии к России. Это поистине общенародное, общероссийское событие. Вот мы вчера разговаривали, когда летели Александру Константиновичу Акимову, время было поговорить. Значит, Сергей Александрович Филатов, президент Конгресса интеллигенции России. И мы пришли к выводу, что даже самые хваленные советские годы, когда действительно утверждалась идея дружбы народов, даже тогда не было вот такого мероприятия в Якутске, как сегодня. Это означает что? Это означает, что несмотря ни на что, мы единый народ, мы единая нация. И только будучи единой нацией, мы способны будем на великие дела. И это означает то, что никаких перспектив в России не имеют ни национал-сепаратисты, ни национал-шовинисты. Но самое страшное, что великие идеи российского, русского патриотизма, этим идеям придается последние годы националистический привкус. Более того, некоторые наши ученые, специалисты, государственные деятели даже говорят о том, что есть национализм хороший и есть национализм плохой. Нет хорошего национализма. Национализм давлеет всегда к нацизму и к расизму. Национализм в конечном итоге давлеет к фашизму. Еще великий русский ученый Соловьев сказал о том, что самовосхваление народа означает самоуничтожение народа в конечном итоге.
Хотя нация, если говорить простыми словами, это комплементарная общность. Это общность, которая развивается, произнося комплименты друг другу. Единый язык – это уже комплимент друг другу. Общая культура – это уже комплимент друг другу. И в России не надо выдумывать другой национальной политики. Эта политика должна быть патриотическая, собирательная политика. И мы должны быть способны сказать комплимент не только своему роду, своему народу, но и сказать комплимент в адрес других народов нашей страны. Мы общность, мы нация при самобытном развитии каждого народа, каждого языка. У нас получается крайности. Если говорим нации, то мы доводим до национализма в этническом смысле. А если мы говорим нации как государство, мы доводим до того, что мы начинаем постепенно уничтожать языки и культуры своих народов. Вот я недавно прочитал статью журналистки, молодой писательницы Марии Сергеевны Кондратьевой. Статья называлась «Будут ли наши внуки разговаривать на русском языке?». Мне очень статья понравилась. И я нашел Марию Сергеевну Свердловске и пригласил ее сюда на наш конгресс. Дорогая Мария Сергеевна, я вам хочу сказать, конечно, сегодня, может быть, этот вопрос звучит очень, когда мы говорим в историческом русском государстве, будут ли наши внуки говорить на русском языке. Но с горечью должен вам сообщить, мои внуки уже не говорят на аварском языке. И если мы не заметим сегодня, что мы равнодушно уничтожаем не кто-то сверху, а сами народы, языки, культуры наших народов, из-за равнодушия, я подчеркиваю, то наступит период, когда даже русские не будут говорить на русском языке. Был такой старый анекдот, как встречаются представители двух народов, и один другому говорит: берегите такую-то национальность. Он говорит: а чего вы так беспокоитесь об этой национальности? С ними покончат, за нас возьмутся. Поэтому нужно быть очень щепетильным в этих вопросах. Никакого равнодушия к национальным культурам и к национальным языкам недопустимо. Конечно, ядром нашего государства был и остается русский народ. Это историческая истина. Мы собрались вокруг русского народа. И никто, при всем величии остальных народов, не смог сформировать такое крупное государство, кроме русского народа. Мы скажем еще и о том, что кроме русских никто не сможет развалить Россию. Если кто-то думает, что казахи, узбеки, грузины развалили Советский Союз, невозможно это сделать. Вы помните, когда на съезде народных депутатов СССР один великий русский писатель сказал, что России нужно выйти из состава Советского Союза? Вы помните, когда другой великий писатель в своей статье «Комсомольской правды», как нам обустроить Россию, главная идея была: надо избавиться от азиатской подбрюшины. Что это за организм без подбрюшины? Понимаете? И сегодня звучат: надо избавиться от народов Кавказа. Я, например, исторически всегда смотрю: патриоты
это и есть собиратели своего Отечества. Почему-то у нас в моде пошли патриоты, которые разгоняют Отечество. Я выступал на съезде народных депутатов Российской Федерации в 1991 году, когда от первого микрофона Бабурин в поддержку Распутина сказал, что нам надо выйти из состава Советского Союза. Я ставил вопрос: вы можете себе представить, чтобы Англия требовала выхода из состава Великобритании? Не надо доводить до глупости и идиотизма развитие патриотического сознания. Очень хорошо сказал в свое время Лев Николаевич Толстой: патриот – это тот, кто любит свой народ, националист – это тот, кто ненавидит другой народ. Вот где грань между патриотизмом и национализмом. И поэтому нам нужна патриотическая национальная политика. В самые трудные годы мы смогли разработать концепцию государственной национальной политики. Самые трудные годы, когда никто не мог договориться ни с кем, мы договорились по этим вопросам. Концепция была воспринята обществом. Началась реализация концепции во всех субъектах федерации. Была введена должность вице-премьера. Была правительственная комиссия по реализации концепции. Было министерство. Мы создали концепции субъектов Российской Федерации и планы развития. Почти все субъекты разработали программу развития народов на своих территориях. И в это время пришли несколько умных людей, которые вместе реализации концепции навязали идею: надо дорабатывать концепцию. Концепцию, вообще любая программа требует каждодневной доработки. Никто, кроме Всевышнего, не может заново написать Библию, Тору или Коран. Мы не написали Коран, мы написали программу развития. Она должна совершенствоваться, бесспорно. Но вместе реализации концепции уже 4 года мы дорабатываем концепцию. И прекратили на федеральном уровне всякую работу. Куда только мы не адресовали национальную политику. Сначала Министерство культуры, потом Министерство регионального развития, потом туда же ЖКХ, строительство, все остальное. То есть это означает, что мы постоянно убегаем от четких позиций в сфере национальных отношений. А если мы убегаем и освобождаем пространство, это пространство занимают провокаторы, негодяи и так далее. Вот у русских есть такое слово, когда сказано было однажды: патриотизм – это убежище негодяев. Я долго думал, почему патриотизм и вдруг убежище для негодяев. И я нашел этих негодяев. Это когда под патриотическими лозунгами действуют националисты, шовинисты и расисты. Вот эти и есть негодяи. И нам нужно изгнать из патриотизма этих негодяев и сделать, чтобы патриотическая идея самобытного развития и единства народа России состоялась бы. Вот ищут национальную идею, ищут русскую идею. Идея одна для наших народов, для нашей страны, для многонационального Отечества. Это самобытное развитие каждого народа и укрепление единства Российской Федерации. Это формирование российской нации. Это главная задача 21 века.
Дело в том, что Россия и этносы, как нации, и нации как государство, не формировались до конца. Этот процесс разрывался революциями, разными катаклизмами в обществе. И мы должны эту дорогу пройти очень спокойно. Не свергать нации, не отрицать нации. Как можно отрицать свой собственный род, родник, родину? Это священные понятия, вокруг которого собирались народы, вокруг которого формировались государства, вокруг которого обеспечивалось величие народа и величие государства и величие гражданина. А мы бесконечный раз свергаем народы. Поэтому я думаю, что нам предстоит огромная работа. Более профессионально и фундаментально, конечно, мы об этом поговорим на съезде Ассамблеи народа России и на круглых столах. Я считаю, что сегодня та концепция, которая доработана, эта концепция не очень отличается от прежней, поэтому она для нас приемлема. Но самые главные поправки, которые сделали те, которые дорабатывали, у нас же как при доработке иногда господствует не любовь вместо любви. Люди не понимают, что и политику без любви нельзя делать. Нельзя строить национальную политику, если ты не любишь народа в России. Самое главное, то, что в старой концепции была Ассамблея народов России, а из новой концепции выпало. Неужели кому-то мешает Ассамблея народов России? Чтобы не мешать, я даже уехал за границу, я оттуда приезжаю сюда. Поэтому я думаю, что должен быть фундаментальный разговор по этим вопросам, для того, чтобы не просто делать комплименты друг другу, а выявлять, какие проблемы, и сообща их решать. У нас в Ассамблее есть один закон. Если человек говорит о другом народе хорошо, о дружбе народов, ему регламент не устанавливает. Если он начинает свергать хоть один народ в нашей стране, трибуна автоматически проваливается в подвал. Потому что такие люди должны быть в подвале. Они изображают из себя лидеров своих народов. И следующий. Вы знаете, члены Ассамблеи, о том, что я был избран председателем Совета Ассамблеи. Мы должность председателя Ассамблеи оставили вакантной. Надеюсь все годы, что эта идея дойдет до верхних слоев атмосферы. Я думаю, что сегодня эта атмосфера очищается благодаря огромной созидательной деятельности президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы связываем возрождение нашего Отечества в новых исторических условиях с этим именем. Это не подхалимство перед президентом. Мне 60 лет. И теперь я должен подхалимничать только перед Аллахом. Но ради истины надо сказать. Есть Ассамблея народов Казахстана во главе с президентом Назарбаевым. Есть Ассамблея народов Киргизстана во главе с Акаевым, Бакиевым. Все говорят, давайте третий срок президенту. Я думаю, что президент удержится до конца на своих позициях, на конституционных позициях. Но мы предлагаем из самого большого начальника превратить президента в лидера многонационального народа России. Мы предлагаем президенту
открыть первый срок как председатель Ассамблеи народов России. Но это предложение не обязательно к восприятию, не обязательно к реализации. От нас это не зависит. Но мы этим самым даем сигнал органам власти, что мы не являемся оппозицией власти. Народы России не могут находиться в оппозиции к власти. Мы тем самым даем сигнал, что мы готовы вместе с властью решать самые фундаментальные проблемы развития нашего общества. Шамиль Хазарович только что здесь сказал о том, что без развития гражданского общества невозможно. Мы сегодня укрепили вертикаль. Но если не будет горизонтали, то государство не будет нарастать этим мясом, необходимым для функционирования. Вертикаль сама по себе не решает никакие вопросы, если нет этих подпорок со всех сторон. Вот такими подпорками для власти является гражданское общество. Вот такой подпоркой является Ассамблея народов России, Ассоциация малочисленных народов России, национально-культурной автономии, Конгрессе. И следующий. Я когда встречался с Владимиром Путиным, я ему говорю: Владимир Ильич, вот ситуация такая. У украинцев есть свои олигархи, у евреев есть свои олигархи, у армян есть олигархи, у азербайджанцев есть свои олигархи, которые поддерживают свои национальные конгрессы, автономии и так далее. Единственный, у кого нет олигархов, это Ассамблея народов России. Но мы не требуем никаких денег ни у кого. Мы требуем понимания, мы требуем совместной работы, потому что российский народ может стать заложником национализма и расизма. Вы знаете, в Таджикистане ежегодно из России около 300 человек трупов. В течение десятилетий это более 3000 человек. Ну, разные там есть причины, но среди них немалое место занимает и в том числе по национальному признаку. Это для меня самая тяжелая проблема. Хотя таджики ведут себя очень корректно. Но мы тоже должны быть корректны. Вот мы говорим объединить содружество. Ну какой нормальный человек объединится вокруг Лимонова? Вы можете мне сказать? Какой нормальный человек объединится при всем уважении зампредседателя Госдумы вокруг Жириновского? Почему мы, великая страна, с великой духовностью, показываем себя через таких лиц? Почему мы не выдвигаем людей разных национальностей? Почему мы не собираем потенциал многонационального народа нашего Отечества? Почему мы равнодушны то, что делается порой в субъектах федерации? Почему мы иногда держим на должностях откровенных бандитов? А потом указываем пальцем: посмотрите, такой-то народ. Причем тут народ? Мы делаем сначала этот народ заложником проходимцу, а потом указываем на целый народ. Переносим на целые народы стереотипы. Поэтому это пространство, многонациональное пространство, оно должно быть занято нашими созидательными делами. Иначе это будет занято, я еще раз подчеркиваю, проходимцами и провокаторами. Сегодня идет подготовка к выбору Государственной Думы. Многонациональная страна.
Я не говорю, что надо по национальным критериям избирать. Но потенциал нашего народа должен быть представлен в парламенте. Я был председателем Совета национальности Верховного Совета России. У нас было представители 34 национальностей. Сегодня в Думе 17. В следующей Думе, народу, у которого нет своего олигарха, вряд ли будет в Думе. Ну ладно, это тоже мы переживем. Пускай это будет первый закон капитализма, первоначального накопления. Но самое страшное, что все партии 2007 года, идущие на выборы, могут стать родиной 2004 года. Заигрывание с национализмом и с расизмом продолжается. И как бы все это не вышло во время выборов. Поэтому мы должны обратиться к ведущим политическим силам страны для того, чтобы не допустить этого. Должен быть закон, в соответствии с которым любая пропаганда национализма, враждебности межнациональной, если это исходит от партии, идущей на выборы, эти партии должны быть сняты с этих выборов. Они просто толерантные народы. Толерантны может быть по отношению к всем. При всем многонациональном богатстве нашего Отечества. Мы не свергали друг друга, а объединяли друг друга. И чтобы в моде были не те, которые развалили. Совета Ассамблеи народов России – это давнее поручение. Это даже не к этому мероприятию было приобщено. Значит, решение Ассамблеи наградить Штырова Вячеслава Анатольевича за большой вклад в сохранение самобытности и единства народа Российской Федерации золотой медалью Ассамблеи «Дружба народов единства России». Слово предоставляется президенту Республики Саха-Якутия Вячеславу Анатольевичу Штырову. Уважаемый Рамазан Гаджимурадович, уважаемые участники Конгресса народов России, дорогие гости, друзья. От имени национального народа Республики Саха-Якутия позвольте мне еще раз сердечно поприветствовать участников Конгресса народов России на древней земле Ланко. Выразить глубокую благодарность вам, уважаемый Рамазан Гаджимурадович, и руководству Ассамблеи народов России за решение провести 4-й Конгресс именно в нашей Северной Республике. Думаю, что мы обязаны этим выбором и той возрастающей роли, которую играет Север, Сибирь и Дальний Восток в развитии российского государства. И, конечно же, знаменательному событию 375-летию вхождения Якутии в состав России. Российское государство, пройдя трудную, многовековую историю, имеет богатый опыт мирного сосуществования различных религий, культур, этносов, приобретенный путем синтеза духовных, культурных, практических достижений народов и Востока, и Запада. Именно опираясь на это общее духовное богатство, развивая и примножая его, возможно добиться той цели, которую ставит президент России Владимир Владимирович Путин в своих посланиях: вхождение России в число влиятельных, высокоразвитых стран мира, превращение в мировую державу с сильными уникальными традициями соборности, соразвития, мирного сосуществования. Россия – северная страна. Особенность российского севера в том, что здесь вся деятельность осуществляется в тесном взаимодействии многих и коренных, и пришлых народов. Эти народы совместно создали особый артистский жизненный уклад и культуру, основанную на науке сотрудничества для выживания и развития в экстремальных природных условиях. Республике Саха-Якутия принадлежит особое место на российском севере.
Наша республика самый крупный по площади и самый богатый сырьевыми ресурсами регион страны. Используя свои возможности, несмотря на трудности ведения хозяйства в экстремальных условиях севера, Якутия является одним из стабильно развивающихся регионов страны и устойчиво занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке и в Арктическом севере по многим позициям. Сегодня мы даем стране 98% добычи алмазов, 100% сурьмы, 40% олова, 15% золота, четверть производства бриллиантов, значительную часть угля и электроэнергии, а через 10 лет планируем стать крупнейшим на востоке страны производителем и переработчиком нефти и газа, электроэнергии, атомного сырья, черных цветных металлов. Мы обладаем многими природными богатствами, но главное наше богатство – якутяне. Недаром у нас говорят, люди дороже алмазов. Сегодня в Якутии в мире согласие проживает, по данным последней переписи, представители более 120 национальностей, среди которых якуты, русские, украинцы, ивенки, ивены, татары, буряты, белорусы и другие. В 20 районах республики проживает 21 тысяча представителей коренных малочисленных народов Севера. Современная Якутия по праву считается регионом межэтнической стабильности и национального согласия. Социологические исследования ряда лет показывают, что подавляющее большинство населения, более 80%, характеризует межэтническую ситуацию в республике как стабильную и позитивно оценивают межэтнические отношения. Мы считаем дружбу народов Якутии не только своим достоянием, но и реальной производительной силой, способной вывести республику в число лидеров социально-экономического развития страны. Она возвращена веками и закалена в труднейших природно-климатических условиях с самого начала вхождения огромного пространства Сибири, в том числе Ленского края, в состав российского государства. 375 лет назад отряд Петра Бекетова заложил Ленский острог, ставший дальнейшей основой города Якутска. В последующие годы были возведены десятки острогов и зимовий, ставшими форпостами освоения новых территорий на северо-востоке Азии и в Америке. И вся территория нынешней Якутии вошла в состав русского государства. Из Якутии служило люди, и коренное население с севера пришли в Забайкалье, с запада в Преамурье и на Дальний Восток. В результате российское государство обрело свои естественные границы по Тихоокеанскому побережью, навеки укрепившись на северо-восточных рубежах, вышло в новое геополитическое пространство. До 17 века на территории современной Якутии проживали уже сформировавшиеся этнические общности – якутов, чукчей, багиров, ивенков, ивенов, в культуре которых переплетались палеазиатские, тунгуссо-маньчжурские, тюркские, монгольские и другие компоненты. Исторически стремительный характер продвижения русских на восток объясняет мирным в основном характером действий государственной власти на вновь приобретенных землях, толерантным отношением к коренным жителям края. Конечно же, мы далеки от идеализации взаимоотношений между коренными жителями и воеводской властью, казачьими отрядами в те времена. Как показывают факты, процесс освоения новых земель был сложен, противоречивым. Но главное в том, что все были заинтересованы в мирном существовании, и это стремление со временем стало ведущей тенденцией во взаимоотношениях между русскими и местным населением. Мирный характер событий способствовал сохранению традиционных основ хозяйственной деятельности населения, не разрушил внутреннюю общественную организацию народов, не подвергали сломке культурные устои, не искоренялось обычное право, важнейший институт самоуправления, не подвергали запрету традиционной верованию. Все этносы, населяющие регион, сохранили себя, не потеряли свое этническое своеобразие. Именно в этом заключается принципиальное различие государственной политики российского государства по освоению новых территорий по сравнению со многими государствами Западной Европы, подвергших колониальному порабощению народа Африки, Америки и части Азии. Важнейшим результатом вхождения в состав России стал выработанный в процессе творческого труда всех народов нашего родного края особый, своеобразный хозяйственный уклад, сочетающий в себе уникальные технологии ведения хозяйства в экстремальных, не имеющих аналогов на планете климатических условиях и бережное отношение к уязвимой, хрупкой природе Крайнего Севера. Коренные народы Якутии научили русских умению жить и выживать на севере, передав им навыки северного скотоводства, исконных промыслов, особенности ведения домашнего хозяйства. Северные народы переняли более совершенные способы хозяйствования, строительства, приобщились к торговле. Русские крестьяне передавали свой опыт хлебопашества и огородничества местным скотоводам, сообща с ними основал самый северный на планете земледелие. Интенсификация экономических связей края с центром привела уже с 17 века к развитию товарно-денежных отношений, что вовлекло край, формируя сюда всероссийский рынок, дало импульс ускоренному развитию производительных сил.
В целом, экономика Якутской области уже в конце XIX века стала органической частью российского экономического пространства. Одновременно добровольная христианизация народов Якутии явилась мощным импульсом в развитии духовности и культуры. Как отмечал народный писатель Якутии Сурунов Малон, русский народ в лице митрополита Иннокентия, епископа Дионисия, протоиерея Попова, сумма других священнослужителей открывают свет разума многим народам Сибири и Дальнего Востока во славу Христового учения. Благодаря православным миссионерам коренное население региона, якуты и северные народы, приобщилось к письменности, идеям просвещения. Уже в первой четверти XIX века возник якутский алфавит на основе русской графики. Была напечатана первая книга на якутском языке «Катехизис». Надо особо отметить, что массовое добровольное крещение не привело к утрате национальной самобытности, поскольку православие, продолжая идею гуманизма и терпимости, способствовало развитию национальной культуры. Кроме того, признание самобытности иных народов, уважение к их обычаям является характерной чертой мировосприятия русского человека, что великий Пушкин отмечал как общежитийность. Именно в силу этого в Российской империи якутский язык наряду с русским являлся языком межнационального отношения для всей Восточной Сибири. Огромный гуманитарный вклад в развитие изучения Северного края, просвещение населения внесли и ссыльные поселенцы, среди которых были русские, поляки, немцы, евреи, этнографы, писатели, геологи, географы. Составитель первого русского якутского словаря Пикасско тоже был политсыльным. Вклад в научное изучение Севера внесли Вирус Берин, Миллер, Линденау, Крашенинников, Вильнюс и другие. В середине XIX века начался новый этап научного познания региона, связанный с деятельностью экспедиции Русского географического общества. В XIX веке началось промышленно-транспортное освоение Якутии, началось судоходстволение, добыча золота, появляется первая электростанция, кустарная промышленность. Таким образом, по словам известного якутского историка Башарина, вхождение в XVII веке Якутии в состав России явилось поворотным пунктом в истории Ленинского края. История Якутии стала вовлечена в сферу общерусского исторического процесса. Судьба якутов, ивенков, венов, югагиров и других народов края связаны с судьбами русского народа, а через это с судьбами великой страны. Советский период в истории Якутии связан с формированием исторической первой формы государственности Якутии, образованием в 1922 году автономной Советской Социалистической Республики. Это событие связано с именами выдающихся якутов Максима Амосова, Платона Юнского, Василия Рапарахова и других, и людей других национальностей, Сергея Дженкиза, Емельяна Ярославского и других. В советское время началось масштабное промышленное освоение природного богатства республики. В 20-е годы разрабатывалось месторождение золота, в 30-е началась эксплуатация Северного морского пути, в 50-е с открытием алмазоносных месторождений началась с истории алмазодобычи и по сей день основной бюджет образующей области республики. В 70-е годы в Якутии была создана угольная промышленность мирового класса. Без преувеличения можно сказать, что промышленность, транспорт, науку края создавала вся страна. Трудовые коллективы Якутии плечом к плечу трудились представители всех национальностей бывшего СССР. Понятие исторического общества советский народ обрело тогда в Якутии реальное содержание. Социально-экономическое преобразование, создание новых промышленных и транспортных отраслей, развитие науки и социальной сферы в годы советской власти повлекли за собой существенные изменения в национальном составе населения. Если до середины 20 века якутский этнос был абсолютно преобладающим по численности, то уже по переписи 1989 года этническая панорама республики была представлена 160 национальностями. 116. Кроме коренных и малочисленных народов Севера, большая часть населения принадлежала восточнославянским этносам, народам Поволжья, Сибири, Кавказа, Средней Азии. Именно благодаря им, коренным жителям и посланцам всех республик огромной страны, и был создан современный облик Якутии, развитого индустриально-аграрного региона Дальнего Востока страны. Мы считаем, что начало 90-х годов прошлого века окончательно сформировалась уникальная межнациональная общность якутяне, которая создавалась в процессе многовекового сотрудничества в экстремальных условиях Севера, и которая отличает толерантность, веротерпимость, взаимопомощь, коллективизм, преданность общим интересам и целям, направленная на процветание родной республики в составе великой страны. Трудные годы перехода к нынешним отношениям не могли не отразиться на социально-экономическом развитии, особенно на демографическом состоянии региона. С распадом СССР Дальний Восток потерял более 1,5 миллиона человек. Из Якутии выехало около 150 тысяч человек. В то же время мы никогда не теряли естественный прирост населения и ежегодно возрастает. По результатам
последней переписи в Якутии проживает представители 126 национальностей. В том числе 45,5% составляют якуты, 41% русские, 3,5% представители коренных малочисленных народов Севера. Существенно, что на 30% возросла величина численности малочисленных народов Севера за последние 10 лет. По этому показателю мы занимаем первое место в Дальневосточном федеральном округе и второе в Российской Федерации. Конечно же, все эти показатели количественные, но они свидетельствуют о той работе по выстраиванию государственной национальной политики, которая ведется в регионе. Мы всегда подчеркиваем исторически сложившуюся толерантность, миролюбие якутян. Однако в новых исторических условиях, при смене общественно-экономического строя, потере прежних идеологических ориентиров, требуется усиление работы по обеспечению межнациональной стабильности и доверия. Вот почему в Якутии принято одной из первых в России концепция национальной политики, которая призвана обеспечить условия для развития национальных культур всех этносов, проживающих на территории республики. Работа Департамента по делам народам и федеративным отношениям призвана курировать вопросы национальной политики, выстраивать и поддерживать систему мониторинга, содействовать стабильности межнациональных отношений, сохранению принципов мирного сосуществования и дружбы народов республики. Якутский и русский языки являются государственными языками нашей республики. Языки коренных малочисленных народов Севера являются официальными местами компактного проживания этих народов. В республике действует 60 общественных объединений, созданных по национальному признаку. Это Конгресс народа Саха, русская, украинская, белорусская, татаро-башкирская, чеченская, бурятская, корейская, казахская община, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и другие. Все они объединены в Ассамблею народов Республики Саха-Якутия. Кроме того, в республике действует молодежная ассамблея народов республики, Дом дружбы народов, Центр национальной культуры. Проведение совместных мероприятий, дней культуры, фестивалей, организации совместного досуга, постоянный мониторинг за деятельностью более 200 организованных организаций позволяет поддерживать в республике атмосферу межнационального мира и согласия. Во всех потрясениях XX века Республика Саха-Якутия приложила много усилий для сохранения целостности российского государства, подписания федеративного договора, развития межрегиональной связи. В новых условиях перехода от договорных отношений к законодательно установленным мы продолжаем конструктивную работу по укреплению вертикали государственной власти в Российской Федерации. Сегодня Якутия известна стране и миру стабильно развивающейся экономикой, богатой культурой, духовными завоеваниями. Мы гордимся тем, что наш героический эпос Солонхо признан ЮНЕСКО мировым шедевром нематериальной культуры человечества. За последние годы республика имеет стабильный прирост вала регионального продукта, объемов работы транспорта, сельхозпродукции, торговли, услуг, занимает лидирующие позиции в России и Дальневосточном федеральном округе по величине вала регионального продукта, добавленной стоимости на душу населения, по инвестиционному рейтингу, строительству школ, развитию спорта, естественно, просто населения. За 5 последних лет введен в строй ряд крупных объектов мирового уровня в алмазодобыче, энергетике, заодно строительство железной дороги до Якутска. По обеспеченности жильем Якутия вышла на среднероссийский уровень, доходы населения выросли в 1,5 раза в реальном исчислении, и, что особенно важно, растет продолжительность жизни, интегральный показатель человеческого развития. Будущее республики мы связываем с реализацией схемы развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха-Якутия до 2020 года, которая разработана по поручению президента Российской Федерации и одобрена правительством России. Ее основная цель – превращение республики в высокоразвитый регион на основе освоения крупнейших месторождений нефти, газа, угля, железных урановых руд, производства электроэнергии и развития транспорта. Реализация схемы будет иметь колоссальный эффект для республики с учетом мультипликативных эффектов развития сопряженных отраслей, в том числе в сфере малого бизнеса, с сохранением крупной сферной природы, обеспечение экологической безопасности, защиты интересов коренных народов. Для того, чтобы экономично развивался наш регион, соседи и Российская Федерация в целом, необходимо сохранить гражданский мир и гармонию между собой. Обращать ваше внимание на некоторые проблемы, решение которых насущно. Считаем необходимым ускорить работу документов, определяющих принципы, цели, механизмы реализации государственной национальной политики, эффективной политико-правовой и управленческой модели развития Российской Федерации. Также есть необходимость, на наш взгляд, и воссоздание специального государственного расценения, что отношения между национальностью и государством являются индикатором определения состояния общества. Как отмечал выдающийся русский философ Иван Ильин, русский народ имеет время великую родину. 375 лет назад, благодаря политической воле государства, подвесив до запада
воздам для своих новых северных и восточных земель ее форпостом состав российского государства и основания города Витебска. Глубоко символично, что этим важным событием, средством объединения народа, на распоряжение мой выражение Ассамблеи в эти дни, благодаря Конгрессу, вы больше узнаете о нем. России вручается председателю Совета Ассамблеи Рамазану Гаджимуратовичу Абдулатипову. Вручение государственных наград. Президента Республики Саха-Якутия. За большой вклад в укрепление мира и дружбы между народами Российской Федерации наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Андара Чемидоржу Баировича, председателя исполнительного комитета Совета Всероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», город Москва. Благодарность президента Республики Саха-Якутия вручается Горееву Махмуду Ахмедовичу, генералу армии Вооруженных сил России, доктору исторических наук, профессору, город Москва. Благодарность президента Республики Саха-Якутия вручается Цыреновой Зое Юнсараевне, заместителю председателя Совета Всероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», кандидату педагогических наук, доценту, город Москва, президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Штыров. Был у истоков формирования Ассамблеи народов Саха-Якутии и человек, который помогает нам всегда. Уважаемые участники Конгресса, дорогие гости, друзья, дорогие мои земляки. Наша деловая и дружеская встреча доставляет мне особую радость, потому что происходит это событие на моей родине. С гордостью за родную республику Саха, за ее гостеприимный и славный народ, я сердечно приветствую и поздравляю вас с началом важной работы и тесного знакомства на Северной Земле. Желаю всем вам успеха и радости, новых встреч и открытий. Межнациональные отношения любого масштаба и уровня всегда будут оставаться в числе решающих факторов стабильности и устойчивости развития государства и общества. В отдельные моменты истории межнациональные отношения обретают глобальное значение, при этом способны нести в себе заряд как созидательной, так и разрушительной силы. Для многонациональной России, не имевшей колоний, межнациональные отношения всегда сопрягались с понятием «союз». Высшая на сегодня точка развития такого союза
375-я годовщина единения празднуют в этом году Якутия и Россия. Народ Саха обрел свою государственность. Республика Саха по праву обладает статусом полноценного субъекта великого государства мира Российской Федерации. Ради этого стоило жить и работать многим поколениям народа Саха, ее выдающимся лидерам, ее многочисленным друзьям и братьям. Гармоничное развитие межнациональных отношений, прежде всего внутри России, я рассматриваю с прагматичной точки зрения как один из важнейших ресурсов и непременных условий укрепления социальной стабильности, наполнения созидательной энергией всей жизнедеятельности государства и общества. Я имею в виду положительный, жизнеутверждающий потенциал межнациональных отношений в России, их непременно позитивный настрой. К сожалению, некоторые политики все еще склонны воспринимать полиэтничность российской цивилизации как досадное препятствие, сдерживающее быстрое продвижение нашего государства и общества на пути развития. Они отыскивают острые грани национального вопроса или безрезультатно бьются над разгадкой национальной идеи. На мой взгляд, полиэтничность, многонациональность России, светущая сложность ее бескрайнего внутреннего и внешнего мира, одно из величайших достояний, дарованным Богом, ни с чем не сравнимый и колоссальный по своему созидательному потенциалу ресурс преобразования нашей жизни к лучшему. Лишиться этого богатства означает для каждого народа лишиться своей вечности, многосветия, красоты и радости жизни. Ведь вечность жизни обусловлена его многообразием, в том числе и полиэтнического всего населения Земли и нашей великой страны России. Какому дирижеру, например, придет в голову превратить симфонический оркестр в ансамбль одного инструмента с однородным по национальному составу исполнителями? Богатство красок, присущее симфонии, уже не получить. И не случайно великих дирижеров, как и великих композиторов, можно пересчитать по пальцам. Не каждый способен взяться и талантливо управлять многозвучным коллективом. Симфония современной российской многонациональной жизни звучит все более насыщенно и вдохновенно. Нас радует, что успех развития России уже не пытается увязывать лишь ее богатствами, ее топливно-энергетических и других природно-сырьевых ресурсов. Руководство нашей страны все более последовательно и настойчиво вовлекает в оборот не менее внушительный и постоянно пополняемый человеческий ресурс нации, проверенный историей потенциал межнационального сплочения народов страны. Убедительным подтверждением такого внимания человеку, его неисчерпаемым возможностям являются наши грандиозные национальные проекты приоритетного развития образования и науки, здравоохранения и культуры, духовности, семьи, материнства и детства. К ним я перечисляю также и совершенствование межнациональных, связанных с ними межконфессиональных отношений в нашей стране. Например, обозначены новые для нас объекты пристального внимания, миграционные потоки, поддержка соотечественников за рубежом и другие. Жизнь не стоит на месте. Дорогие друзья, коллеги, в физике существует множество констант, неизменных величин мироздания, сопутствующих определенным явлениям и свойствам природы. Никому и в голову не приходит пренебрегать ими в теории или практике, отменять или унифицировать. Также невозможно рассчитывать на успех осуществления новых государственных общественных проектов, обходя вниманием
и пренебрегая деликатностью межнациональных отношений. Коммуникации требует необозримое пространство нашей страны. Не истощается, а умножается и ускоряется. Необъятной территории России. Этим наполнением надо заниматься самым серьезным образом. Сегодняшние средства массовой информации, например, позволяют сблизить народы России в большей степени, чем это было 100 лет назад, когда о Якутии, например, мало кто знал даже в родной России, не то что в мире. Но и сегодня наше телевидение более охотно показывает нам жизнь австралийских аборигенов, заморские красоты, в то же время, как многие телезрители не знают о том, как живут и трудятся чукчи на Чукотке, что это за республика Адыгея и с чем прекрасна наша сибирская тайга. О просторах России можно получить представление лишь по карте, в коротких сообщениях о погоде. Честное слово, не понимая, почему мы все так мало информированы о родном доме. А ведь сегодня информация – это инструмент формирования образа врага или образа друга, в том числе и в межнациональных отношениях. Очень деликатная вещь. Искренность и открытость, сопереживание и помощь, уважительное отношение друг к другу существует в условиях доверия, а доверие укрепляется общением благодаря содержательной коммуникации. Полагаю, самым серьезным образом изучить возможности использования информационных технологий, совершенствование коммуникации для более содержательной и заинтересованного обогащения межнациональных отношений в России. Имеющийся опыт созидательного исторического участия народа в жизни многонационально-полиэтнического государства должен тщательно изучаться, а полученные выводы учитываться в практической деятельности власти и общества. Необходимы новые способы понимания мира и человека в новой системе ценностей, их трансляция в коммуникационных потоках. Речь идет о более широком спектре социокультурных и мировоззренческих проблем пространства межнациональных отношений, проблем, требующих адекватной теоретической интерпретации и эффективного применения выводов непосредственной практики. Чем больше знаем мы друг о друге, тем крепче наша дружба и сотрудничество. Благодарю за внимание. Уважаемый Камиль Шамилевич, уважаемый Вячеслав Анатольевич, Рамзан Гаджимурадович, уважаемые участники Конгресса народов России. Прежде всего, позвольте мне зачитать приветствие председателя Государственной Думы, председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Бориса Вячеславовича Грызлова. Уважаемый президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штыров. Уважаемый председатель Совета Ассамблеи народов России Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов. Приветствую вас и всех участников Конгресса народов России, посвященного 375-летию вхождения Якутии в состав российского государства и основания города Якутска. Это знаменательная дата для всей России. Якутский народ прошел важный исторический путь и занимает достойное место среди других народов в нашем многонациональном Отечестве. Крупный потенциал Республики Саха-Якутия имеет большое значение для Российской Федерации. Федеральный центр оказывает значительную поддержку региону и его развитию. Примечательно, что в эти дни состоится Якутский национальный праздник Исаак и пройдет Всероссийский фестиваль национальных культур «Радуга России». Желаю жителям Республики Саха-Якутия мира, добра и благополучия, а участникам Конгресса народов России плодотворной работы. Председатель Государственной Думы, председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Борис Грызлов.
Отлично. Счастья вам, здоровья. Мы исполним песню своего сочинения. Автор слов Конкин Петр, ветеран Великой Отечественной войны. А музыка Нины Васильевны Шпачинской, учителя школы номер 2 Техзавод. Родовое наследство. А песня эта была написана к 370-летию. Поздравляем всех жителей и гостей с нашим большим праздником! Никуда от него мне не деться, потому и грущу вдалеке. Он мое родовое наследство, не журавля синица в руке, полюбила его за открытость, за наличников старых избу, за людскую его многоликость, за его непростую судьбу. Начинался мой город со строга, с той поры миновали века. Пусть не судит он жителей строго, что не все удалось им пока. Открыватели Ленской землицы здесь осели, дома возвели, и сумели сока породниться, и дела у них в гору пошли. Он испытан жарою и стужей, и разливами Ленской воды. Пусть и дальше России он служит, но не вечной скупой мерзлоты. На торжественном открытии 5-го Всероссийского фестиваля национальных культур «Радуга России» присутствуют президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Тыров, Якуты поют 3,5 века, сердце якута. Всех участников Всероссийского фестиваля национальных культур «Радуга России», лауреатов республиканского конкурса в «Единой России» и всех конгрессменов, представителей великого народа Российской Федерации. Я желаю вам новых свершений, творческих достижений, ведь сегодня в самый любимый родительской любовью национальный праздничный день Эцеха, 21 июня, начал свою работу Конгресс народов России и начал свою работу фестиваль народов нашей страны. Ну, как в народе говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Добрый путь, многонациональная радуга России. Счастья вам, здоровья, творчества. А мы, якутяне, конечно же, в своих делах, в своих достижениях, в своих трудах, усилиях, кропотливом, конечно, и зимой, и летом, всегда будем помнить дружбу. Желаю вам благополучия и процветания
в единстве и дружбе со всеми народами Российской Федерации. Здесь многоцветие наших культур, здесь малая доля того богатства, которым располагают народы Российской Федерации. Но самое главное богатство наше – это дружба. Президент Республики Саха-Якутия, уважаемый президент Конгресса Ассамблеи народов России, дорогие друзья, чувством глубокого волнения и трепета, они просто настолько впечатляют своими масштабами, своей современностью, своей... Республика Бурятия внесла немалый вклад в подготовку кадров культуры Якутии. И мы помним ту большую помощь, которую якутский народ оказал нам, когда мы в 92 году, у нас было большое наводнение. Такие мероприятия, они скрепляют наши отношения. Большое спасибо и самых успехов, хороших успехов в проведении фестиваля, чтобы у нас открылись новые таланты. Республика Дагестан. Россия халк жубараб мажлис. Харулан уже сахли варохел. Тайгинус кидаго. Рахлида вабаракаталда. Спасибо. Приветствует Ивановская область. Дорогие друзья, делегация Ивановской области рада приветствовать всех жителей и гостей гостеприимного Якутска. Мы хотим вам пожелать отличного настроения, незабываемых впечатлений. И пусть огонь дружбы в наших сердцах не погаснет никогда. Росин ансамбль Тәнде амыр менде хүргене. Добрый день! Вас приветствует Свердловская область. Культура каждого народа – это отражение его души. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с культурой какого-либо из народов, те чувства, которые доселе были нами вроде изведаны, испытываются наиболее остро. Традиции – это самое лучшее, что есть у каждого из нас. И очень здорово, что у нас есть возможность охранять эти традиции, делиться ими с другими народами и воссоединяться. Именно поэтому спасибо огромное всем организаторам данного проекта. Всем желаю приятного времяпрепровождения, общения и интересных событий на этом фестивале. Спасибо. Хантеман. Қонақтар. Хайрам, сәлем сізге Татарстандан. Байрам білән сізні. Дорогие друзья, по поручению президента Удмуртской республики Волкова Александра Александровича, я хочу поздравить вас с этим праздником. Мы действительно друзья, мы живем на одной планете, мы живем под одним небом и смотрим на одно солнце. Мы друзья, потому что нас объединяет одно государство, один флаг. И наша радуга, радуга души, воссияет всегда на этом государстве. И чем ярче она будет, тем крепче мы будем все. С праздником! Остен Маре! Спасибо. Assalamu alaikum, Yüzü. Azdaka bir oldu şofreş dens. Dal ehtu boyulşu. Adiki. Шумрат адакельгам и ялгат, шумрачи вечки виксоят, шумрат Якутия. Irak siritten kelbet ılcıttı, ıtık manı ılcıttarga, sakalı neren nergüy uruy aykal boluktun. Hep cengelem hundu, yorinuk durdu gınçal, könçeri, beyli. Нет ни в чем тебе конца.
Вашу честь, гости дорогие якутяне, фанфары праздничные звучат.